Старинная легенда есть о том, как юноша, охотник молодой, за куницей следовал тайком, пытаясь поразить ее стрелой. Но зверь укрылся от беды, в расщелину забравшись между скал. Джигит пошел за ним, и впереди блестящие он камни увидал. Те камни были медной рудой, которой так богат башкирский край. Вот так с пещеры этой небольшой и зарождался нынешний Сибай. Әллә кайдан каршы ала, ихлас калам Сибайым. Берсе балкып янган йондыз кебек, я кояшым, я айым. Ел үтәһең, ай үтәһең, яшәрәһең көн һаян. Мәңге шулай балкып яшә, изге калам Сибайым. Добро пожаловать! Сибай. Наша сила скрыта в самом названии города. Купрум в переводе с латинского – это медь. Бай в башкирском языке означает «богатый». Богатый медью – именно таков наш город. Имея огромные запасы востребованной медисодержащей руды, Сибай стал горнодобывающим центром Зауралья. Все началось в далеком 1913 году с открытия медно-цинково-колчеданового месторождения, но его освоение началось только в 1930-х годах. Именно этому месторождению город обязан своим появлением. На сегодняшний день Сибайский карьер считается одним из самых глубоких в мире. Его глубина свыше 500 метров, а диаметр чаши около 2000 метров. В 2000 году в карьере была добыта 100-миллионная тонна медной руды. Ее добыча открытым способом продолжалась еще некоторое время. Потом было принято решение законсервировать карьер, поскольку добыча и вывозка из него руды из-за большой протяженности серпантинных дорог стала нерентабельной. Сейчас отработка ведется подземным способом на 5 горизонтах. Безусловно, карьер является главной туристической достопримечательностью нашего города. Ну а градообразующим предприятием является Сибайский филиал Учелинского горнообогатительного комбината. Его основная деятельность – добыча и переработка медисодержащих руд методом флотации с получением медного и цинковых концентратов. Предприятие было создано в 2004 году на основе производственной базы ОАО «Башкирский медно-серный комбинат» в результате передачи правительством Республики Башкортостан контрольного пакета акций комбината в доверительное управление Уральской горно-металлургической компании. Приоритетное инвестирование в филиале сосредоточено на развитии сырьевой базы. Главными инвестиционными объектами являются Сибайский подземный рудник, участки доработки подземным способом Камаганского месторождения, Сибайская обогатительная фабрика. Коллективом филиала, который объединяет сегодня более 1800 человек, ежегодно добывается и перерабатывается около 1,5 миллиона тонн руды на Сибайском, Камаганском и Вишневском месторождениях. Еще одним основным предприятием промышленного производства является Башкирское шахтопроходческое управление. Коллектив осуществляет практически полный спектр строительно-монтажных, горноподготовительных и горнокапитальных работ в любых типах пород. БШПО обладает возможностями строительства тоннелей, шахт для захоронения радиоактивных и твердых отходов, а также строительства горных выработок для гидроэнергетики. В компании работает около 1500 человек. Стратегическая цель, поставленная руководством предприятия – стать лидером рынка в нише наиболее сложных горнопроходческих работ при отработке рудных месторождений подземным способом. Основной фокус дальнейшего развития БШПО – строительство под ключ и реконструкция глубоких и сверхглубоких вертикальных шахтных стволов. Ключевые рынки компании – Россия и Средняя Азия. С днем рождения, любимый город! Одним из старейших предприятий нашего города является Сибайский элеватор. Отсчет своей истории он ведет с 1953 года. С февраля 2011 года он работает в составе компании «Сидна». В настоящее время элеватор – это многопрофильное сельскохозяйственное предприятие, которое является крупным заготовительным и перерабатывающим комплексом башкирского Зауралья. Его общая зерновая емкость составляет около 120 тысяч тонн зерна. В функции элеватора входит прием, сушка, хранение зерна и его переработка. Также предприятие занимается производством и реализацией муки высшего и первого сортов, отрубей, зерноотходов. Среднесуточная производительность мукомольного производства 228 тонн. Также на протяжении многих лет на Сибайском элеваторе развивается коневодство. С 2006 года запущено производство целебного и полезного напитка кумыса.
Мясоперерабатывающая промышленность является одной из ключевых отраслей экономики Башкортостана, что обеспечено высоким уровнем развития сельского хозяйства в республике. В Сибае эту нишу занимает мясокомбинат «Башкирские колбасы», основанный в 2010 году. Сегодня ассортимент продукции предприятия насчитывает порядка 140 позиций. На производстве трудятся 160 человек. В день выпускается более 10 тонн продукции. Широкий ассортимент изделий представлен на прилавках Сибая, Уфы, Челябинска, Перми и Казахстана. Предприятие является постоянным участником Уфимской выставки пищевой продукции, конкурируя наравне с крупными компаниями мясоперерабатывающей промышленности. Экспертное признание и растущий спрос на мясную продукцию вынуждают молодую компанию ежегодно увеличивать объемы производства. 30-кратный рост за 7 лет существования. В перспективе наращивания производственных площадей с целью расширения ассортимента и объемов мясной продукции, в их числе выпуск качественных полуфабрикатов. 2,5 тонны. Именно столько хлебобулочной продукции ежедневно отправляется в торговые точки Сибая и близлежащих районов с предприятия «Наш хлеб». Это хлебопекарное производство в городе было создано 9 лет назад и на сегодняшний день выпускает около 30 наименований продукции. Помимо хлеба, это лапша и различные кондитерские изделия. Кстати, хлеб здесь пекут по особому рецепту – на хмелю. Сегодня около половины горожан предпочитают покупать продукцию именно общества с ограниченной ответственностью «Наш хлеб». Специалисты отмечают, процесс изготовления хлеба очень трудоемкий и кропотливый. Даже благодаря автоматизированному труду на многих этапах изготовление одной партии булок в среднем составляет 6 часов. На предприятии трудится 25 человек. Я люблю родной город. Одно из лидирующих мест по республике Сибай занимает по темпам строительства. За последние годы в городе появилось много новых домов и социальных объектов. Активно реализовывалась программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Возводились новые дома, квартиры в которых в том числе выделялись льготным категориям граждан. Не прекращаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Благодаря строительству новых дошкольных учреждений, таких как «Сказка», «Курай», «Алтынай», исчезла проблема с очередностью в детские сады. Настоящим подарком для всех горожан стало открытие новой детской художественной школы со своим выставочным залом. Она была построена в 2015 году в рамках республиканской адресной инвестиционной программы и объединила под своим крылом творческие коллективы и лучшие традиции двух школ, функционировавших до этого времени – детской художественной школы и башкирской детской художественной школы. Ежегодно здесь обучаются более 500 человек. Сибай – это город счастливого детства. Летом 2014 года в Сибае начал свою работу филиал Республиканского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Он расположился в один из стоящих двухэтажном здании в центре города. Капитальный ремонт по реконструкции зала был произведен с учетом требований сегодняшних дней. Своеобразным сердцем Сибая можно назвать центральную площадь, которая летом 2015 года после капитальной реконструкции приобрела новую жизнь. Сегодня это современная зона отдыха горожан, на которой расположен МФК «Зауралье». Многофункциональный комплекс, включающий в себя торговые площадки, кинотеатр, конференц-зал, детскую игровую комнату, кафе. В это же время работы по благоустройству были произведены и в сквере 30-летия Победы. Генеральный план города предусматривает строительство в Сибае нового микрорайона Восточный 2, который обещает стать современным, просторным и очень удобным для проживания. Хорошую активность и деловую хватку проявляет предпринимательское сообщество Сибая. За последние годы в городе открыт ряд производств, введены в эксплуатацию новые торговые точки и расширилась сфера услуг. В числе новых, успешно работающих предприятий – Экопром, Технострой, Стан, завод буровых реагентов. Последний начал свою работу в 2016 году после перепрофилирования технической базы молочно-консервного комбината. Сегодня Сибайский завод буровых реагентов производит на основе древесных отходов до 60 тонн готовой продукции ежедневно. На предприятии трудится более 100 человек технического персонала. В перспективу роста входит двукратное увеличение производственных мощностей и рабочих мест в течение нескольких лет. Я люблю Сибай. Облик города во многом зависит от того, насколько трепетно представители частного предпринимательства относятся к имиджу своего учреждения.
Хороший вклад в дело благоустройства Сибая внесло появление по Восточному шоссе комплекса кафе-гостиница «Суперчик». Индивидуальный предприниматель постарался создать не только яркий интерьер, но и приятный экстерьер. Сегодня благоустроенная территория заведения выгодно выделяется на фоне других объектов промышленного и торгового назначения. Жители и гости города всегда отмечают, что Сибай – чистый и ухоженный город. Этому вопросу всегда уделялось особое внимание. Регулярно проводятся общегородские чистые четверги и субботники. Сегодня в Сибае активно реализуется программа формирования современной городской среды, в рамках которой благоустраиваются дворовые территории и места массового отдыха населения. Так, у жителей микрорайона Восточный появился свой сквер «Юность», где установлены современные спортивные тренажеры, доступные каждому на бесплатной основе и позволяющие прокачать все группы мышц. Помимо этого, здесь предусмотрены еще несколько зон – детская игровая площадка, место для выгула собак, скамейки, дорожка с беговым покрытием по периметру. Новая жизнь начинается в городском парке культуры и отдыха. Благодаря финансовым вливаниям это место в скором времени обещает стать центром притяжения детей и их родителей. Аттракционы преобразятся, появятся новые игровые элементы. Несмотря на ведущиеся строительные работы, каждую неделю в парке проходят яркие и необычные мероприятия. Одно из самых ожидаемых сибайцами событий – открытие детского игрового парка возле Дома молодежи «Мир». Его возведение стало возможным благодаря победе нашего города в конкурсе, объявленном благотворительным фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Здесь расположится 8 зон, среди них зоны для самых маленьких детей, для детей постарше, а также для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Будут, разумеется, и детская игровая площадка, и спортивные площадки. Парк рассчитан на детскую аудиторию до 16 лет. Все оборудование соответствует российским ГОСТам и европейским стандартам безопасности. Мы любим наш город за то, что он заботится о наших детях. Работы по озеленению города с каждым годом расширяются, высаживаются новые деревья, создаются цветочные клумбы. Центр Сибая в этом отношении всегда радует горожан буйством красок и многообразием цвета. Несмотря на небольшую численность населения, в городе есть два фонтана. Один поменьше – возле городских курантов, второй – плоскостной и светодинамический в Парке Победы. Ежедневно посмотреть на игру воды собираются десятки людей, ну а водные забавы – любимое развлечение местной детворы. Фонтан выполнен в форме круга диаметром 10 метров. Высота центральной струи достигает 7 метров, а пенных столбов – 2,5 метров. Завершает композицию водных картин на насадке, создающие форму шатра. Отметим, что для создания разнообразных водных картин задействовано 5 насосов и 27 форсунок. В темное время суток струи воды освещаются 36 светодиодными светильниками. Я люблю родной город, свой родной город Сибай. Социальная сфера является одной из главных забот местных органов власти. По многим позициям городские системы здравоохранения и образования, культуры и спорта являются лучшими в республике. Сибайская городская больница оборудована современной техникой. Здесь работает центр телемедицины, и в недавнем прошлом открылся центр современной медицины, где в скором времени пациенты смогут проходить магнитно-резонансную томографию. В городе представлены все ступени образования. Настоящей кузницей кадров для Башкирского Зауралья и республики стал Сибайский институт БГУ. 5 колледжей – педагогический, медицинский, многопрофильно-профессиональный, колледж строительства и сервиса, колледж искусств. Сибай играет ведущую роль в культурной жизни республики. Любителям искусства широко известны наши Башкирский театр драмы имени Арслана Мубарякова, концертно-театральное объединение. В Сибае проходит широко известный конкурс исполнителей башкирской песни «Ирандык Мандары». Сольные исполнители и творческие коллективы города постоянно участвуют и побеждают во всевозможных конкурсах и фестивалях. Не теряет Сибай своих позиций и на спортивном поприще. На сегодняшний день в городе культивируется 35 видов спорта, из них 20 олимпийских. Ежегодно в городе проводится свыше 150 спортивно-массовых мероприятий. Уже традиционным становится республиканский спортивный фестиваль «Ирандык Батыры».
Одно из значимых достижений в мире спорта последних лет – осенью 2016 года на чемпионате Европы по кикбоксингу в Словении сибайский спортсмен Азамат Мусин стал двукратным чемпионом Европы по кикбоксингу. Я родом из города Сибай, я горжусь то, что родился здесь, и то, что представляю наш город не только на республиканском, на российском, но и на международных уровнях. Красив и тих наш город в музеях, храме, мечетях, силен в предприятиях и шахтах, умен в школах, колледжах и институте, азартен на стадионах и спортзалах, талантлив в художественной и музыкальной школах и театрах. Сибай всегда открыт для дружбы и сотрудничества, и каждый приехавший сюда может быть уверен, его ждет гостеприимный прием. В этих краях, где беркуты летали, в этих степях, где песню пел Курай, город Сибай, тебя здесь основали те, кто любил родной Уральский край. Горурлыгы күкһел ирәндектең, төяләстең тилбер агышы, күңелебез үскән алтын бишек, яшә, гөрлә Сибай калаһы. Рәхим итегез!